Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и огромный привет моим подписчикам, потому что у нас уже 28, это не мало, ни много, ни мало, достаточно среднее количество для только начинающего канала. Извиняюсь за то, что не было видео, я составлю скоро расписание, просто адаптация в Финляндии, но об этом чуть попозже. И вообще, как я очутилась в Финляндии, тоже чуть-чуть попозже. А сейчас мы перейдем к той теме, почему не было видео. Во-первых, была подготовка к школе, был долгий перелет и переезд в Финляндию. Вот, собственно говоря, такое интересное, да, мемориате. Наверное, для вас будет интересная тема видео на Englishback. Дело в том, что я разговариваю на английском в Финляндии, так же, как и разговаривала на английском в Норвегии. Вот. Дело в том, что английский я могу записывать на нем видео, но нужно создать уже немножко другой контент, потому что если я буду снимать видео для английского ютуба, то немножечко у меня, как сказать, недостроенный аппаратура немножко не та. Вот если вы посмотрите их не ASMR, то, что мы можем сказать по их ASMR, это то, что у них ASMR с микрофонами, даже если у вас там будет подписчиков 10, даже если у этого человека будет 10 подписчиков, то все равно у него будет микрофон и будет очень качественный звук. У меня нет качественного звука, что очень плохо, и поэтому огромное изменение для вас. Следующее, о чем я хотела бы поговорить, это о том, как я училась в Финляндии. Училась я в Финляндии так, потому что мои родители получили работу в Финляндии. То есть я уже рассказывала в предыдущих видео, что мои родители мотаются по странам туда-сюда. Я уже побывала в многих странах, где-то в странах, в которых я была всего лишь неделю. Были страны, в которых я была по месяц, 3 месяца. И вот это, по-моему, на долгий срок я тут буду задержусь на месяцев 6-7. Впрочем, до Нового года потом уже будет видно. Перейдем по следующей теме, что бы я хотела поговорить. Насчет чего бы я вам хотела рассказать, это, наверное, насчет того, адаптации в Финляндии. Когда после перелета в Финляндию, то есть мы поехали в Москву, а с Москвы я уже прилетела в самолете в Финляндию, тогда было быстрее, потому что адаптация и школа. А школу я пропустила уже изначально, потому что начинается, если не ошибаюсь, 24 августа, да. Но вот я прилетела туда 2 сентября, то есть вот совершенно недавно, по-моему, даже да, вчера, сегодня, а вчера же мы подали, вчера ночью, вот так вот где-то час ночи было, мы поехали в наш дом, в нашу квартиру. Вот. И знаете, что могу сказать точно, потому что я сегодня уже была в школе финской с русским обучением. Они учат финский язык. Все-таки довольно доброжелательные, потому что мне понравился мой коллектив будущий. Они разговаривают на русском языке, что очень прекрасно. Некоторые девочки живут возле меня, то есть тоже очень удобно, потому что я могу общаться с ними, друзья. Вот. Временная адаптация, она происходит очень быстро, и поэтому все должно быть нормально, значит, про адаптацию. Когда вчера ночью я прилетела, мне стало плохо, и вот на утро у меня было уже все хорошо. Я дышала совершенно по-другому, более открыто. А вот от наших московских, как сказать, московской жизни после перелета в Тихие Хельсинки. Возле Хельсинков городок какой-то у нас есть. Мы живем в этом городке возле Хельсинков. Вот. Но вот тут мы поживем совершенно чуть-чуть. И буквально в следующем месяце мы переберемся в Северную Финляндию, которая находится возле Швейцарии, если не ошибаюсь. Вот. Что огромный плюс. Не разбираюсь, ладно, не будем об этом заморачиваться. Так, перейдем к видео. Значит, я узнала подробное свое расписание уроков. И, следовательно, мы перейдем с вами к расписанию видео. То есть, либо будет 1 раз в неделю, либо 1 раз в 2 недели, либо 2 раза в 2 недели. Ну, как бы 1 раз в неделю, да, либо 2 раза в 1 неделю. Ну, это уже посмотрите.
получается, я перешла в 9 класс. Классификация класса 7, то есть уровень обучения как в 7 классе с более напряжностью, то есть, ну, он так вроде бы есть, да, но немножечко 7 классификация, потому что определенные предметы изучаются более углубленно. Я изучаю понятия, это химия, биология, алгебра и английский язык. Это те вот предметы, которые я изучаю углубленно. И, кстати, еще русский язык. Так, мой микрофон сегодня это телефон с указанной камерой, как вы видите, да. Так, продолжим. Следующее, что я могу рассказать вам еще. Тогда продолжим, да, наше с вами общение. Значит, о чем там? О школе вот. Я еще выбрала, если я же вот зачем я это учу, наверное, это вам интересно, потому что в будущем предпочитаю становиться врачом. Ну, врачом более не знаю, врачом, не врачом, короче, к медицине отношения хочу иметь, не хочу быть просто каким-то бухгалтером или я не знаю, забыла, как это называется. Так, подождите, дайте вспомнить. Нет, не могу вспомнить. Вот юрист, вот вспомнила. То есть, как бы не хочу вот к этой сфере иметь отношения. Можно, да, но, как бы, знаете, это немножечко не вариант для меня, потому что мне в этом году сдавать экзамен и еще через 2 года или через 3, если я буду оставаться в европейских странах, то понятное дело, что мне придется, по-моему, 12 лет учиться. Но планирую перелететь обратно в Москву. Вот у меня уже есть паспорт, поэтому, наверное, все-таки смогу жить одна в Москве без родителей, потому что хочется все-таки 10-11 проучиться 2 класса еще не 3, потому что там уже будет повторительный учет тогда, или же